меня Земцев Никита, живу в проспекте Вернадского, учусь в Раменках в МГУ, помощник депутата Московской городской думы Шуваловой Елены Анатольевны. У меня вопрос, наверное, связан уже, он уже задавался, но, к сожалению, ответа на него не было. Он задавался в режиме 15 секунд, но он стоит большего, чем 15 секунд, на самом деле, больше обсуждения. У нас в МГУ сложилась такая ситуация, что на территории МГУ катастрофически сокращаются зеленые насаждения. И вы не будете это отрицать, потому что у нас во время строительства подземного перехода, который так до сих пор не построен около метро Университет, вырублено 38 деревьев, да, на территории МГУ непосредственно. И о компенсационных перепосадках я вообще как-то не видел нигде их, хотя на плане они были все обозначены, они не произведены. Что касается теперешнего проекта, теперь у нас новая угроза, которая вообще даже не сравнивается ни с этими 38 деревьями. Это 900 метров территории от Менделеевской улицы до площади Индиры Ганди. 900 метров. Это целый парк. Вы говорите о создании новых парков. Это очень хорошо. Это очень хорошо, когда мы можем о них слышать. Это очень хорошо, когда мы можем в них гулять. Но этот парк существует с 1953 года. Это охранная зона объекта культурного наследия. Подождите, а где? От улицы Менделеева? Это то, что шли вот вдоль Института точной механики? Или как? Да, от Института механики, вдоль биофака, это до ТПУ, да? Да, все будет ТПУ. И вы понимаете, это подразумевает... А проект планировки же еще не утвержден. Нет, коллеги, подождите, вот давайте... Я договорю. Подождите, не надо договаривать, не надо меня пугать, и жителей не надо пугать. Значит, первое, территория ТПУ ничего не обозначает. Она не обозначает, что деревья будут вырублены. В территорию ТПУ сегодня включается, начиная там от зданий с частными собственниками до всего. Это территория, где могут применяться какие-то решения. Алексей, это не связано, еще раз, с вырубкой деревьев. И никаких деревьев там будет обсуждаться с вами же. Алексей Публичное слушание будет. Я хотел вас спросить. Если такие есть планы... ТПУ Ломоносовский проспект. Почему вот на всей обширной территории, которая есть вокруг площади Индиры Ганди, в эти границы попадают только зеленые зоны? Других зон там не попадает. Но большие многоквартирные дома, они не попадают. Видимо, граница выстроена именно по существующим зданиям капитального. Еще раз, никаких там строительств, ничего и вырубки деревьев не предполагается. Там предполагается транспортно-пересадочный узел. Это природная озелененная территория. Слушайте, но вы вот как всегда... Это охранная зона Мугаева. Жители уже все нагрели. Вы поймите еще раз. Во-первых, вы не нагнетаете ситуацию. Во-вторых, никаких планов по вырубке деревьев там нету. В зоне ТПУ может быть подземные переходы, могут быть выходы из метро, может быть все что угодно. Но на сегодняшний день там нету ничего, поэтому обсуждать нечего. Хорошо, хотелось бы рассчитывать на это. Это раз. На это можете рассчитывать. Тенденции, о которых я говорил, они вот такие, понимаете? Вырубка там и вырубка там. Все. Да не снят никакой охранный статус, его невозможно снять. Да не снято. Нет, он не снят. Границы памятника. Нет, я имею в виду, если вопрос по культурному наследию историческому, может быть. Вопрос по культурному наследию. Я про природоохранный статус имел в виду. Я вас понял. На сегодняшний день, давайте подведем итог, вот сухой остаток. На сегодняшний день ни проектов, ни задумок, что-то там строить и пускать деревья по вырубку нету. Если они появятся, я вам даю слово, я вам первый скажу, и вместе выйдем, чтобы там не рубили. Мы вместе отстаивали деревья, которые там строители пытались срубить, вместе выясняли отношения, где, значит, у нас на Университетском проспекте, туда перед поворотом на улицу Дружба, они оббили вечером, нам показали, как деревья отбили деревьями, а ночью сволочи спилили. Извините за выражение. Все это было с докладами мэра, разборки и все остальное. И уверяю вас, на сегодняшний момент нету никаких планов у строителей что-либо вырубать. Идиотские, которые, я уж извините, таким языком говорю, формы павильонов, которые были сделаны в виде там падающих флагов, тогда мы смотрели, Марина Федоровна, да? Значит, все это исключено из проектов, нормальные выходы, корректные, маленькие, по минимуму затрагивающие верх, где находятся деревья. И второй маленький вопрос, совершенно маленький, касается той территории, где мы сейчас находимся с вами. Это территория новой Олимпийской деревни 98 года. И мы знаем, что вот на территории этой Олимпийской деревни большую часть занимают зеленые насаждения, вот как раз парк, который находится вдоль прудов. Правильно.
Да, вдоль прудов именно, вот по забору. Вопрос следующий. Вы знаете, в течение 15 лет, вообще все это время, не проводился там никакой ремонт тех сооружений, которые посвящены Олимпиаде 98 года. Дело в том, что мы видим, там есть памятный камень заложен Олимпиаде 98 года. Он весь изрисован граффити, он весь исписан похабными надписями. Никаких ремонтов на балансе чьем это территория непонятно. И кто будет содержать эту территорию, тоже не ясно. В то же время другие декоративные Он на территории сооружения, парка, нет? Он не на территории... Так, минута уже Это прошла, но вопрос да? понятен. Другие сооружения декоративные, они их попытались спилить. Кто защищает эти декоративные сооружения Олимпиады от того, чтобы их спилили? Понятно. Давайте мы сейчас выясним. Так, глава, скажите, пожалуйста, на чем балансе находится территория? Территория находится на балансе КФУ «Жилищный». Мы встречались с товарищем были приняты решения, поэтому я вас приглашаю завтра в управу, и мы дополнительно рассмотрим этот вопрос. Хорошо? Да. Это, я понимаю, также это тот же вопрос, почему в прошлом году хотели делать не тем там плиткой или асфальтом дороги, да? Это же тоже здесь территория, та же самая территория. Но я имею в виду территорию. Хорошо, давайте, я готов подключиться, переговорить с Сыбиным, зону ответственности города, но тем не менее наше решение, я думаю, что мы выработаем вместе решение.